Фамилия не можешь сказать. Абакулов Асан Эмир Саидбекович. Год рождения. 1983. Место 7 рождения. июня. Город Токмак. В Москве где проживаешь? В Москве Плеханова 4, строение 1. Когда прилетел в Москву? 11 ноября. Откуда? С Узбекистана. Кайсы күні был? Это Харангда он, да, Кайсы күні, кайсы айда? 5 числа, по-моему, ноября. 5 ноября, ага. Ночью. Перемеге көз жолыққанда ошол күнү Заур деген баламен тааныштык да. Ага. В тот же день, получается. Заурда я до этого вообще не знал. А Нермек выпил ал күнү мас болуп. Ошо мас болуп Куда? туда, Кокжарга. Ага. Ошо Кокжарга повез, анан мояка киребиз, азыраак чапчыгам деди. Ал үйдө камералар жок, эчтеке жок. Мындай жакшы жер депчи расположен эметти да. Нам зашли туда. Что зашли, потом там был коридор сяктуу жер болчу да. Он там на диване лежал. Ошо эмечи. Ким? Киши екен, аял? Эркек киши диванда жалгыз жатыптыр. Ошо. Анан ага кирдик, аны менен сүйлөшө баштадык. Эрмек ал жак комнатага кеткен да. Пистолетти алып алыпчы. Пистолетти алып алып, жакты коркутуп баштагандай. Токтот деп, Завур кыйкыра баштады. Хорош, ты что делаешь депчи. Ошо, прекращай деп эметтик. А сен кимге сүйлөшүп аттың? Мен тиги эме сүйлөшүп аттым. Эки бол. Улан мененчи. Улан? Улан. Уландын киши кийин я узнал, что это. Не деп сүйлөштүң сен? Сен токтоп ойлой салчы, брат, тынч эле турчу. Бул келесо деп айттым да. Акча деп сурадыңбы? Мен акчаны берип эле тынч эле калалчы, тынч эле кетип калалчы деп агайым сказал. Акчаны берип эле эметчи, бул келесо атат азыр деп эметтим да. Давай лучше эметчи, давай успокойся депчи. Мы уйдем, нормально все будет деп эметкем да. Сурана баштадым. Анан кийин бир кезде Эрмек атып салды. Первый выстрел болду да. Эмнече аттан атты? Эрмек выстрелил, получается. А силди мындай көтөрүп чаап эметкен сопротивление кылдыбы жанагы? Ким? Киши Улан деген киши. Жок, ал эметип успокаивал. Эрмек теп келип атты анычы. Теп келип атканда анан кийин с Эрмеком борьба когда началась, он выстрелил первый раз. Канча Анан кийин, атты? ты чё, первый один раз выстрелил. Ты чё, дурак что ли деп кыйкыра баштады Заур. Биз да кыйкырып анан кеттик, качтык деп атканда, потом когда выбегали, получается, во второй раз, когда вы уходили, Эрмек во второй раз Эрмек выстрелил. Контрольный аттыбы? Ну не контрольный, он по-моему, мы вышли, он, по-моему, за ним пошел. Уланча. Ушла барганда, он, по-моему, когда уже при выходе из двери атып салган, да? Уже дыпчи. МВД объявила о задержании всех лиц, подозреваемых в убийстве Улана Салянова, брата бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой. Недавно был задержан третий соучастник убийства. Убийство произошло 6 ноября 2017 года. В 1 час 30 минут трое неизвестных, одетые в темную одежду, в масках и перчатках, ворвались в дом в жилмассиве Кокжар Аламединского района. В гостиной комнате они произвели выстрелы из пистолета в хозяина дома Улана Салянова, 1975 Г.Р., после чего скрылись. От полученных огнестрельных ранений Салянов скончался по дороге в больницу. Как сообщила 12 сентября пресс-служба МВД, по данному факту было возбуждено уголовное дело по 97 Ч2П.14, убийство, УККР. Расследованием занялась следственная служба МВД. На раскрытие данного преступления были брошены лучшие силы оперативники службы криминальной милиции МВД, СКМ ГУВД Бишкека и ГУВД Чуйской области. В ходе расследования отрабатывались также ранее судимые лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Благодаря слаженной и скрупулезной работе удалось выйти на лиц, причастных к совершению убийства, сказали в МВД. 27 ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Эрмек Хасмонкулов, 1986 Г.Р., уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, разбой и грабежи. Выяснилось, что в декабре 2016 года он был осужден Свердловским районным судом Бишкека к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. В ноябре 2017 года Следственным управлением КСИН в отношении его было возбуждено уголовное дело за побег, он был объявлен розыск. Следственная служба МВД установила, что Осмонкулов имеет причастность к ряду других аналогичных тяжких преступлений,
В конце августа 2017 года в Аше он вместе с другими лицами совершил разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. Грабители завладели у потерпевших крупной суммой денежных средств более 1 миллион 300 тысяч сомов. По результатам расследования, включая другие аналогичные факты, Осмон Кулаву окончательно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных с 241 Ч1, 123 Ч2 П.П.1,2,3, 6,7, 125 Ч2 П.П.1, 2,3,5, 168 Ч2 П2, Ч3 П.П.1,2, Ч4 П4, 97 Ч2 П.П5, 8, 15, 336 Ч1 УККР. В середине августа 2018 года составлено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения. Другие двое соучастников убийства Улана Салянова были задержаны позже за рубежом, где они скрывались от правоохранительных органов. Материалы уголовного дела в отношении соучастников преступления выделены в отдельное производство, им заочно предъявлено обвинение. В январе 2018 года при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Кыргызстана и сотрудниками ГОУР МВД России установлено местонахождение одного из подозреваемых Асанэмира Абыкулова, 1983 года рождения. В Москву выезжали оперативники службы криминальной милиции МВД КР и при непосредственном участии которых проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица. Как отмечает МВД, Абыкулов был задержан, он дал признательные показания, на видео. В настоящее компетентными органами решается вопрос об его экстрадиции. В период, когда материалы уголовного дела в отношении Эрмика Осмонкулова с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд, на территории России задержан третий соучастник убийства Улана Салянова. Так, в августе 2018 года при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Екатеринбург установлено местонахождение разыскиваемого Заура Насруллаева, 1988 года рождения. После задержания он также дал признательные показания. Насруллаев является гражданином России. В компетентные органы России направлены соответствующие материалы по экстрадиции вышеуказанного лица. Оперативная съемка предоставлена СК МВД, где обвиняемый Асанэмир Абыкулов дает показания в первые минуты после задержания в Москве.